И снова здравствуйте. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Концерт народной артистки Абхазии и России Хиблы Гирзмавой и академического большого хора мастера хорового пения прошел на поляне у Бедийского храма. Абитуриенты, поступившие в высшие военно-учебные заведения Минобороны России, приняли присягу в Минобороны Абхазии. В Сухуми прошел 4-й международный турнир по боксу памяти мастера спорта Абхазии Альнара Квицини. Концерт народной артистки Абхазии и России Хиблы Гирзмавой и академического большого хора мастера хорового пения прошел на поляне у Бедийского храма. Красочное мероприятие собрало множество зрителей. Концерт прошел в рамках 22-го музыкального фестиваля «Хибла Гирзмава приглашает» и посвящался 150-летию со дня рождения основоположника абхазской письменной литературы Дмитрия Гулия. На месте побывала и наша съемочная группа. Репортаж Рады Чичава. У подножия Бедийского храма, известного памятника архитектуры X века, собралось множество людей, которые с нетерпением ждут начала долгожданного концерта оперной дивы Хиблы Гирзмава. Концерт пройдет в рамках 22-го музыкального фестиваля «Хибла Гирзмава приглашает». И наверняка запомнится всем присутствующим на всю жизнь. Захватывающий дух красоты древнего памятника, невероятные виды раскинувшихся вокруг гор и переливы чудесной музыки в исполнении Хиблы Гирзмава и академического большого хора мастера хорового пения под руководством дирижера, народного артиста России Льва Кантановича поражают своим величием. Концерт, прошедший в совершенно особенном месте, посвящался 150-летию со дня рождения основоположника абхазской литературы, писателя и поэта Дмитрия Гулия. На площади перед собором на фоне возвышающихся гор была развернута фотовыставка копий архивных фотографий Гулия, захватывающих разные периоды его жизни. Сахара, Сапсадгил, Икалази, Загузи, и Пшауази, и Уцшидзи, Абасулахзи и Кузи. Поэзия Дмитрия Гулия течет в наших жилах. Это наш культурный код, зерно, из которого произрастает абхазская душа. В этом году со дня рождения великого поэта, писателя и просветителя исполнилось 150 лет. И в этом же году мы впервые служим концерт в этом изумительном, красивом и духотворенном месте у подножия Бедийского собора. Хибла Гирзмава выразила надежду, что выступления музыкальных коллективов в селе Бедия станут хорошей, доброй традицией, а сам собор, являющийся знаковым местом абхазской культуры, будет отреставрирован. Бедийский храм – старейший памятник архитектуры и православия в Абхазии. Уже 20 лет за храмом бережно ухаживает благотворительный фонд спасения Бедийского храма, созданный нашим земляком, депутатом Государственной Думы России Утаром Аршбом. Недавно фонду удалось перейти к осуществлению главной цели разработки научного проектного плана по реставрации собора. Пусть это знаковое для абхазов место процветает, а сегодняшний концерт даст рождение новой, красивой традиции музыкальных праздников в Бедии. Зрители концерта получили возможность насладиться не только прекрасными видами, но и насыщенной интересной программой, в которую вошли произведения из мировой классики, русские и абхазские народные песни, а также несколько песен советских композиторов. А голос и тембр знаменитой оперной дивы в этом месте получил особое, завораживающее звучание.
Каждый концерт нашей соотечественницы – это долгожданное, особенное событие. Послушать Хиблу Гирзмава вживую желают, пожалуй, тысячи человек. У подножья Бедийского храма собралось множество ценителей творчества оперной дивы, гости и жители Абхазии, приехавшие на концерт большими компаниями, и даже представители братских народов из Южной Осетии. Очень красивое место, потрясающее, место силы. И концерт просто невероятно красивый. Спасибо большое вам, народу, всему Абхазии, за то, что вы есть. Мы братья. Мы ею восхищаемся и переполнены счастьем, что впервые мы являемся такого исторического события, которое происходит здесь. Сама программа не может не нравиться, она просто необыкновенная. И само вот величие собора и величие голоса нашей Хиблы Гирзмава, оно здесь еще мощнее звучит. И переполнены счастьем, что мы смогли посетить это действительно большое событие наше. На самом деле впечатления начались уже, когда мы ехали, когда мы видели сверху храм. Это было просто что-то невероятное. И ты думаешь, что зачем тебе ехать в Тоскану, когда у нас так красиво. Очень классно, что здесь много детей, которые могут с юных лет проникнуть вот такой вот музыкой, впитать ее, увидеть это, потому что послушать Хиблу на самом деле это большое вообще счастье. И во всем мире люди мечтают попасть на такой концерт. Особенное место, особенная программа, особенный, важный для Абхазии исполнитель. У подножья Бедийского храма сошлось воедино все, чтобы сотворилось настоящее, неподдельное чудо. Рада Чачава, Джамбул Чхапелия, Абхазское телевидение. Третьи сутки на полигоне бытовых отходов в селе Шишикуара Галского района горит мусор. Огнем охвачено около 4 из 9 гектаров полигона. Из-за пожара машины, которые везут из Сухума отходы, не могут попасть на полигон и стоят на въезде в город Гал. Очаг возгорания находится не на поверхности, а внутри, поэтому быстро потушить его не получилось. Утром на место была отправлена спецтехника из Сухума. Также на полигон прибыли пожарные расчеты МЧС. А ситуация на полигоне к вечеру 19 августа в материале наших коллег из Галмедиа. На посту ГАИ перед въездом в город Гал с раннего утра 19 августа останавливают мусоровозы, которые ранее ежедневно прибывали сюда из столицы республики. Уже третий день горит мусорный полигон в селе Шишикуара. Уже третий день ведутся работы по его тушению. Сотрудники МЧС Галского района пытались своими силами остановить распространение огня, что продолжают делать и в эти минуты. Но положительных результатов пока нет. Представители администрации Галского района совместно с директором управления городского хозяйства администрации города Сухум Руслана Авецба посетили очаг пожара. Как утверждает глава администрации Галского района Константин Пилия, причиной возгорания стал сознательный поджог, и виновник будет наказан. Сейчас мусоровозы все остановлены, сейчас-то там опасно для жизни, и самим водителям, да и вообще. Я после этого пили там молоко или кефир, чтобы немножко отдышаться. Очень сложная ситуация, там надо работать в респираторах или в специальных средствах защиты. Расследуя всю эту ситуацию, понимаем, что это все-таки поджог. Это никакое не линзование бутылок, а что бутылка, мол, от солнца линзуется, происходит возгорание. Но это не лишний. Но сейчас, как мы видим, какой большой очаг возгорания. Люди, которые вот там вот ходят, проезжие приезжают, по свалке роются, они его поджигают мусор в надежде, что все, что горит, оно обгорит и останется металл, который они оттуда выберут. Вот это вот такой момент существует. Мы обязательно найдем, кто это делает, и они будут наказаны. Сейчас настолько масштабное стало это возгорание, что мы своими силами вот эти 2 дня, у нас сил не хватает. Я связывался с пожарной частью ГЭСа,
Они помогают туда машиной, связывался с МЧСом, с руководителем, министром Львом Константиновичем. Ачамчирская приедут машины пожарные, у нас 2 машины. Вот сейчас вот несколько машин попытаемся их обливать водой, для того, чтобы хотя бы сбить это задымление. Это одна работа ничего не дает, нужно поливать, двигать экскаватор. Экскаватор должен разрывать, заливать внутрь, потому что возгорание оно опускается вниз, и оно не на поверхности. На поверхности мы только видим дым. На самом деле очаг тления и возгорания на несколько метров глубже. Очень трудоемкая и сложная работа. Поскольку локализовать и ликвидировать пожар таких масштабов своими силами не получается, администрацией Галского района принято решение привлечь к тушению огня сотрудников МЧС Ачамчирского района и Ингургэс. Ну что происходит по мусору? Хочу гальцев к этому отнестись с пониманием. Большой объем мусора ежедневно везут, около 1300-1500 кубов. Огромный объем. И сейчас разговаривал с мэром города, Гулирибская свалка уже передана Сухуму. Должны были сделать дорогу. Вчера закончили дорогу, и в принципе уже свалка Гулирибская, которая республиканская, находится в сухой эксплуатации. Но там еще нет штатных сотрудников, не наняты. И нет необходимой малой техники, которая будет работать с мусором, перевозить его и сортировать. На Сухум попросил 3 месяца. В течение 3 месяцев они завершат сюда завоз мусора и прекратят, и будут все ввести в Гулирибш. Вот сейчас я завершим первое это тушение, потушат, потом вызову всех на переговоры на официальные, пускай присутствуют и председатель собрания, и главный эколог, и городская служба. И все вместе вот там подпишем прямо документ, что после 3 месяцев, если и то это получится, то они перестанут сюда возить, и на этом мы точку поставим. Оперативный штаб по ситуации на мусорном полигоне в селе Шишквара работает круглосуточно. Мониторинг распространения огня проходит в постоянном режиме. Остается надеяться, что в скором времени усилия огнеборцев приведут к ощутимым результатам. До того момента, а также до приведения свалки в соответствии с целым рядом противопожарных и экологических требований, согласно решению оперштаба, завоз мусора в Галский район приостановлен. Анна Чкадо, Борис Цацуа, Гал Медиа. От военных медиков до врачей. На плацу Министерства обороны состоялась торжественная церемония принятия присяги абитуриентов, поступивших в высшие военные учебные заведения Минобороны России. Мероприятие прошло с участием представителей Минобороны, родителей и друзей курсантов, а также нашей съемочной группы. Репортаж Гугуцы Вардани. Раннее августовское утро в Министерстве обороны республики началось торжественно. Стройным шагом теперь уже студенты высших военно-учебных заведений Минобороны России уверенно идут принимать присягу. Уверенный голос, строгий взгляд. За плечами этих молодых людей теперь курс молодого бойца. Впереди учеба, в которой особенно важна дисциплина, терпение, характер. К такому режиму эти ребята готовы, и профессии они выбрали сложные. От военной юриспруденции до медицины. Будут учиться в разных высших военно-учебных заведениях России, а после обязательно вернуться на родину, служить Абхазии, которой присягнули на верность. Да, это серьезный выбор, но я к нему готов. Военный медик считается самым лучшим, и поэтому я решил стать военным врачом. Мне с детства нравилась биология, и потом меня затянуло. На выбор будущей профессии студента Санкт-Петербургского военно-медицинского университета Леона Нанба, возможно, повлияла семья, в которой много военных, делится отец курсанта Закан Нанба. Его действительно, может быть, и я повлиял, и его мать как военнослужащая, и я как отставной офицер Абхазской армии. Это он видел, он вырос среди военных. И я думаю, что он другую специальность бы не выбрал. А вот студент Санкт-Петербургской Михайловской артиллерийской академии Максим Колосов всегда брал пример со своего двоюродного брата военного. У меня брат военный. Повлиял все-таки на выбор? Да, можно сказать. И мой преподаватель, конечно же, по НВП. Почему я вообще пошел именно в военную структуру? Я всегда с детства видел себя военным, в военной форме,
служить своему отечеству всегда хотел. С большой гордостью на своих еще вчера детей, а сегодня юношей в формах смотрят родители, братья и сестры, дедушки и бабушки, которые пришли поддержать. У меня брат Шанава Бадри, он поступил в Питерскую военную академию на связиста. Если говорить по поводу мероприятия, то чувствуется гордость в первую очередь за своего брата и за всех ребят. Безумно радостно, что у нас такие ребята, которые могут продолжить этот, так сказать, дух патриотизма, которые с такой гордостью читают этот текст присяги. Хочу пожелать всем ребятам удачи и родителям терпения. В завершении торжественной церемонии принятия военной присяги на плацу Министерства обороны Республики Абхазия звучат напутственные слова от родителей и наставников. Вы вступили в ряды военнослужащих вооруженных сил Республики Абхазия. Вам предстоит еще очень многое, что необходимо будет сделать. Впереди у вас долгий период обучения, результатом которого будет присвоение вам воинского звания офицер, и вы вольетесь в ряды военнослужащих вооруженных сил Республики Абхазия. И, конечно, по традиции фото на память и крепкие объятия с родными и близкими. Гугуца Вардания, Нарсол Цулукия, Абхазское телевидение. Защита диссертаций научных сотрудников Сослана Салакая и Дмитрия Счастного состоялась в стенах Абхазского института гуманитарных исследований. Темы диссертации – вопросы истории Абхазии 19-20 веков в абхазской советской историографии и вооружение воинов Древней Абхазии во II-VII веках. Диссертации представлялись на соискание докторской и кандидатской степеней, оценивали работы ученые из Абхазии и России. Тему своей диссертации «Вопросы истории Абхазии 19-20 веков в абхазской и советской историографии» Сослан Салакая выбрал не случайно. Изучением данной проблемы он занимается уже долгие годы. Как отметил старший научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований, хоть корни изучения Абхазии уходят позапрошлый век, а возможно еще глубже, но, собственно, абхазская историческая наука зарождалась и развивалась в советское время, потому ее становление происходило в рамках советской исторической школы, и ее можно считать составной частью советского кавказоведения. Учитывая это обстоятельство, многие теоретико-методологические вопросы истории Абхазии на сегодняшний день нуждаются в переосмыслении. Предметом исследования является процесс становления и развития историографической науки в Абхазии в советский период, этапы и специфика, деятельность отдельных исследователей, занимавшихся изучением истории Абхазии 19-20 веков, также особенности развития интеллектуального пространства абхазского научного сообщества. Этот процесс включает много разных в том числе взаимодействие с республиканскими, ну, скажем так, тбилисскими и общесоюзными учреждениями, научными центрами и так далее. В диссертационную комиссию входили как абхазские, так и российские ученые. Актуальность исследовательской работы Сослана Салакая была дана высокая оценка. В контексте указанных обстоятельств комплексный анализ особого феномена абхазской советской историографии представляется сложной и одновременно перспективной научной задачей, требующей адекватного и взвешенного решения. Общая структура рассматриваемой работы имеет внутреннюю логику, что позволяет последовательно решать авторские исследовательские задачи и создает объективную возможность для целостного восприятия поставленной проблемы. Хронологические и территориальные рамки диссертационного сочинения получил качественное обоснование. Состоялась в стенах Абигии успешная защита диссертации Дмитрия Счастного, посвященная вооружению воинов Древней Абхазии. Будучи младшим научным сотрудником отдела археологии, Дмитрий Счастный представлял масштабную исследовательскую работу на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Работа над данной темой, можно сказать, затянулась в силу ряда обстоятельств, и в том числе малоизученности вопроса, потому что на предметы вооружения, как правило, особого внимания не обращалось никогда. Они описывались,
о них говорили, о предметах вооружения, вот, но как бы вскользь, так, в рамках глобального исследования, которое касалось той или иной темы. Вот. И в данной диссертационной работе я попытался собрать воедино всю разрозненную имеющуюся информацию по предметам вооружения. Работа над данной темой будет продолжена, она будет расширяться, дополняться. И я думаю, что впоследствии выйдет какая-то монография, то есть это будет подведен итог своеобразной вот этой вот работе. Работа Дмитрия Счастного также была высоко оценена диссертационной комиссией. Заур Кварча, Нала Чхинджерия, Джабир Амшуков, Абхазское телевидение. Перспективы развития научных учреждений Абхазии и России в контексте защиты диссертаций, которые прошли в Абеге. Президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа обсудил с сотрудниками ведущих российских вузов и научных центров. Зураб Джапуа поблагодарил российских коллег от всего научного сообщества за оказанную поддержку в подготовке кадров. Он отметил важность взаимодействия научных сообществ двух стран. Республика получила еще одного кандидата и одного доктора исторических наук не без вашей помощи, отметил Джапуа. Профессор, доктор исторических наук, директор Гуманитарного института Северо-Кавказского федерального университета Марина Колесникова в свою очередь выразила слова благодарности за теплый прием, за доброжелательность и сотрудничество. На встрече также обсудили и другие формы взаимодействия научных учреждений Абхазии и России в различных областях науки. Я просто хочу сказать от имени своих коллег, членов Президиума Академии наук, огромное вам спасибо за вашу поддержку. Если спросить, как вообще оценить эту поддержку, что для нас такое эта поддержка? Для нас это самое главное. Это не гипербола, это не просто эпитет. Это самое главное, потому что подготовка кадров для нас, для наших институтов академических, это на первом месте. Это проблема номер один. И потому с вашей помощью мы, как мне думается, идем правильно, набираем обороты, как говорится, по защите кандидатских и докторских диссертаций. У нас Президиум Академии наук по закону о науке выполняет функции ВАКа. Принимаем, утверждаем диссертационные советы, составы. Слава Богу, у нас есть в этой области успехи. Но опять-таки с вашей поддержкой. Это однозначно так. Но мне хотелось бы сказать, что сегодняшний успех – это, конечно же, успех прежде всего Абхазской исторической школы. Она очень старейшая, такая мощная в кавказоведении, международном вообще, на международном уровне. Одна из сильнейших кавказоведческих школ. И когда-то она зародилась еще и со времен основоположника Института гуманитарных исследований, его исторические труды. Ну и, конечно, Дзидзария очень много сделал для того, чтобы школа именно приобрела характер научной такой корпорации. И это очень важно. Мы, например, тоже очень много учимся, очень благодарны коллегам, которые всегда откликаются на совместные проекты, совместные какие-то идеи, реализованные на благо развития исторического знания и исторического просвещения молодежи вообще в целом. И сегодняшние защиты, они ведь тоже показали, насколько высока компетенция каждого, кто выходил сегодня к трибуне, будь то непосредственно сам соискатель, либо это был просто, я скажу так, для души такая отдушина сегодня. Это все оппоненты, которые выступали, высококлассные специалисты, это отзывы, которые зачитывались. Конечно, это и не только дань уважения к соискателю, но и это оценка научной школы и вообще науки абхазской. И сегодня за наукой будущее. Я думаю, что именно через науку и совместное содружество мы можем делать и открытия, развиваться, помогать друг другу. А по большому счету наука, она же интернациональная, она вне этих политических реалий, границ. А история, она должна стремиться к истине и вырваться из пут
идеологических. Участник Великой Отечественной войны, уроженец села Чандара Миктат Дженя долгие годы считался пропавшим без вести. Его близкие уже не надеялись узнать что-либо о судьбе воина. Это стало возможным благодаря проекту возвращения имени, который реализуется уже в 8-й год. В медиацентре «Спутник Абхазия» прошла пресс-конференция руководителя проекта Григория Скворцова. Репортаж Шазины Ханагу. Возвращение имени – проект, который стал частью истории. Ведь благодаря ему вот уже 8-й год становятся известны судьбы абхазских красноармейцев, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Всего из Абхазии были призваны на фронт 55 тысяч человек. До 8 тысяч человек считаются пропавшими без вести. Ежегодно благодаря проекту предоставляются новые массивы данных о судьбах воинов Красной армии. К нам обратилась семья старшины Емельяненко, уроженца Запорожья. И она рассказала, что на сайте «Память народа» опубликованы фамилии всех воинов, похороненных на территории Республики Абхазия. В категории умершие от ран и болезней в госпиталях. В том числе Емельяненко. Ему было 22 года, он умер от осколочного ранения и похоронен в городе Гагры. Вот мы занялись розыском этого захоронения. Мы это захоронение найти не смогли. Тогда мы образовали поисковую группу, и она работала в течение года, из которых 4 месяца мы создавали служебный справочник, и в последующем мы просто ездили по территориям захоронений. Я хотел бы вам сегодня доложить, что у нас, согласно данным электронного портала Министерства обороны Республики Абхазия, похоронено 26 тысяч красноармейцев. И находилось 23 госпиталя. Чтобы узнать о судьбе без вести пропавших военнослужащих, участниками проекта поднимаются уникальные материалы. Поиск информации – очень сложный, длительный процесс. В рамках пресс-конференции Григорий Скворцов выступил с инициативой провести к юбилею Победы акцию по восстановлению захоронений воинов Красной армии, похороненных на территории Абхазии. Акция пройдет в рамках проекта «Возвращение имени». Вот для нас это представляется важным. Мы на связи находимся с Центральным архивом Министерства обороны, поскольку работаем много лет, друг друга знаем, нас поддерживают и пригласили сегодня военно-медицинский архив в городе Санкт-Петербург для того, чтобы мы детально проработали папки этих госпиталей, которые там хранятся, для определения абсолютно точных данных. Существуют объекты, здания, в которых эти госпитали находились. И фактически это сегодня исторический объект, например, 2-я горбольница. В рамках работы проекта также было выяснено, что из Сухума по приказу командующего 46-й армии в начале июня 1941 года вышла рота Сухумского пехотного училища и пешим маршем отправилась в Сочи. По словам Григория Скворцова, рота дошла до Адлера и направлена была на Красную Поляну, где вошла в состав 20-й горно-стрелковой дивизии. Мало кому известно, что у нас было такое училище, еще менее было известно, что наши воины защищали не только рубежи Кавказа на Абхазских перевалах, но и на Сочинских перевалах, и полегли там в огромном количестве. И вот мы, Лидия Ивановна, я, курсанты Сухумского училища в этом помогали. С 2022 года изучали архивы 20-й горно-стрелковой дивизии, чтобы найти следы этой роты. Мы сегодня предоставили в республику еще один массив данных. Это впервые такой крупный массив после 2016 года, когда мы представляли здесь сведения на узников гитлеровской Германии. Это 106 молодых людей 23-24 года рождения, уроженцев всех районов Абхазии, курсантов Сухумского пехотного училища, а также добровольцев. В рамках пресс-конференции состоялось включение с Москвой. Выступила эксперт проекта «Возвращение имени» Лидия Григорян, которая рассказала о том, как ей удалось найти сведения Сухумского пехотного училища. Благодаря ее работе получены детальные данные о местах захоронений. В работе проекта также оказывает помощь МВД Республики. Они провели уже первую акцию. Григорий Скворцов рассказал о результатах. Вот это вот отчеты участковых МВД Абхазии, которые в районах республики проводили розыск воинов, которые считались пропавшими без вести
в 1942 году после проведения обороны Керченского полуострова. Вот здесь вот вы видите воина Нанба, который нами был установлен как участник Крымской войны 1942 года. Это жива его внучка, недавно была жива дочь, он сгорел в танке, к сожалению, на поле боя. Вот так мы его нашли в 2021 году. Вот МВД республики провело подушевой обход и нашло в общей сложности 78 бойцов, 78 семей из 140 воинов, найденных нами. МВД проведет еще одну акцию. Будут разыскивать в районах семьи воинов-участников высокогорной войны. О своих родственниках благодаря проекту возвращения имени в Абхазии уже узнали многие. Среди найденных солдат есть Миктат Дженя, уроженец села Ачандара. Его родственнику Алмазхану Дженя во время пресс-конференции была вручена рамка с формой извещения о месте захоронения в Краснодарском крае. И он похоронен в Северском районе, станица Крепостная. Там еще 12 воинов из Абхазии лежит. Вот в каждом районе лежит от 20 до 40 бойцов. Я с большим удовольствием вам вручаю документ. Больше Мактат не является без вести пропавшим. Но вот эту информацию про Мактата мы не знали вообще. Ну, мы знали, что у дедушки был брат. Но, к сожалению, каких-то фотографий там... и отсутствовали они все, потому что после нашей Отечественной войны много документов тоже потеряно было, и поэтому, но кто-то из родственников там, ну вот в Ачандарах, из родственников старших там теток, они, кто-то обладал этой информацией, и вот через одну из историй мы узнали вообще о его существовании, если честно. Это очень важно для нас. Потому что это история наша, и вы нам даете смотреть на нее по-другому, потому что мы ищем постоянно. И мы поедем обязательно туда, возьмем туда своих детей, чтобы они знали историю наших предков. Международный проект «Возвращение имени» продолжит свою работу. Для родственников пропавших без вести военнослужащих Красной Армии это больше, чем получение информации. Ведь история человека и есть история рода и всего народа. Шазина Ханагуа, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Ветерану Великой Отечественной войны Нонне Дорофеевой исполнилось 100 лет. С юбилеем ее поздравили представители Дома Москвы в Сухуми и российского посольства. Они вручили ей цветы, подарки и письмо от президента России Владимира Путина. Вы – символ мужества, стойкости и великой силы духа. Ваши заслуги во время Великой Отечественной войны, ваше самоотверженное служение Родине навсегда останутся в нашей памяти, говорится в поздравлении. Российский президент пожелал Дорофеевой здоровья, бодрости духа, долгих и счастливых лет в окружении близких людей. Ветерана Великой Отечественной войны Нонну Дорофееву со 100-летним юбилеем поздравил начальник аппарата Кабинета министров Абхазии Давид Сангулия. Он пожелал ветерану крепкого здоровья. Нонна Дорофеева родилась в селе Спицынка Орловской области Российской Федерации. Она была совсем юной, когда началась Великая Отечественная война. Ушла на фронт с военного завода и в составе авиационного полка дошла до Берлина. На войне встретила офицера из Абхазии Ивана Дорофеева и вышла за него замуж. С тех пор живет в Абхазии. Продолжаются специальные рейдовые мероприятия по выявлению лиц без права управления автотранспортом и нетрезвых водителей. Последние результаты рейдов в материале пресс-службы МВД. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия по выявлению лиц без права управления автотранспортом, нетрезвых водителей, а также тех, кто скрывает свое состояние, отказываясь от медицинского освидетельствования на предмет опьянения. Базба Мираб Гивевич, 1995 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Цейба Джон Даурович, 1994 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Богачев Тимур Анатольевич, 1987 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Цацуа Дмитрий Тарьелович, 1991 года рождения, житель города Гал, управлял автомобилем в алкогольном опьянении.
Шапкин Сергей Юрьевич, 1978 года рождения, житель города Ростов, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Восконян Ашот Андроникович, 1981 года рождения, житель Гагарского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Ивасишин Владимир Ярославович, 1988 года рождения, житель Тюменской области, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Коршунов Игорь Сергеевич, 1988 года рождения, житель Тверской области, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Шульгин Дмитрий Сергеевич, 1988 года рождения, житель Ростовской области, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Ахуба Альберт Михайлович, 1972 года рождения, житель города Очимчира, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Кандакчан Григорий Ирвантович, 1956 года рождения, житель Гулрыбского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Марковский Александр Алексеевич, 1970 года рождения, житель Ямало-Немецкого округа, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Мартынов Василий Иванович, 1988 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Скороходов Максим Валерьевич, 1977 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Леонтьев Клим Сергеевич, 1989 года рождения, житель Омской области, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Гусаров Александр Андреевич, 1991 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Неволина Маргарита Александровна, 1988 года рождения, жительница города Гудаута, управляла автомобилем в алкогольном опьянении без водительского удостоверения. Исаев Артем Вячеславович, 1994 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении без водительского удостоверения. Южева Анна Анатольевна, 1977 года рождения, жительница Республики Коми, управлял автомобилем в алкогольном опьянении, ранее лишенная водительского удостоверения. Учава Руслан Мушневич, 1972 года рождения, житель города Сухум, отказался от медицинского свидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Гумба Алмазхан Романович, 1993 года рождения, житель Гудаутского района, отказался от медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Тарба Тамаз Валерьевич, 1979 года рождения, житель города Гудаута, отказался от медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Таня Дмитрий Вячеславович, 1973 года рождения, житель города Сухум, отказался от медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Дженя Энвер Викторович, 1976 года рождения, житель города Сухум, отказался от медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Рейдовые мероприятия, направленные на выявление злостных нарушителей, проводятся каждый день по всем районам республики. В Сухуми на набережной Диаскуров прошел 4-й международный турнир по боксу памяти мастера спорта Абхазии Айнара Квициня. В мероприятии приняли участие боксеры со всех районов Абхазии. Ульяна Рожкова расскажет подробнее. Каждый год последний месяц лета для друзей трагически погибшего Айнара Квициня одновременно и радостный, и грустный. В честь его памяти друзья-спортсмены организовывают турнир по боксу, который проходит уже 4-й год подряд. В этом году в нем приняли участие спортсмены из Сочи, Чукотки, Санкт-Петербурга и Москвы. Люди знали, помнили, что был такой человек, который погиб трагически. И вот в память о нем проводят этот турнир. У нас смешанный возраст боксирует. Это средние юноши, младшие юноши и юниоры. В каждой весовой категории будут награждаться кубками, медалями спортсмены. А также у нас 4 диплома за лучшего боксера, за волю к победе, за лучшую технику и кубок в весовой категории Айнара Квициня. Айнар Квициня – мастер спорта по боксу, воспитанник школы бокса Сухума и Подольска, победитель множества всероссийских и международных турниров, многократный чемпион Абхазии. К сожалению, судьба у спортсмена оказалась трагичной, но память о нем живет. Друзья Айнара Квициня вспоминают его не только как выдающегося боксера, но и как порядочного человека. С каждым годом турнир его памяти расширяется. Друзья Айнара Квициня в будущем планируют сделать турнир двухдневным, привлекая к участию еще больше спортсменов. Не только боксеры, но и очень хороший был достойный друг, брат, человек. И чтобы
поколение знало, какие у нас люди в спорте, в боксе в том числе. Все спортсмены, тренера, как и нашим городам, Сочи, Краснодар, они тоже уже знают про наш турнир. Это пока у нас, мы только развиваем этот турнир, он у нас будет и 2, 3, 4 дня проводить, и еще больше будем расширяться. И уже все знают и готовятся к этому турниру каждый год. Международный турнир по боксу памяти мастера спорта Абхазии Айнара Квициния прошел оживленно. Посмотреть на соревнования пришло много людей. Победителей турнира наградили медалями, кубками и грамотами. Ульяна Рожкова, Рамо Камке, Абхазское телевидение. Вторник, 27 августа, объявляется дополнительным выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Александр Анкваб. Тем самым в Абхазии будет 5 выходных дней. Суббота и воскресенье, 24 и 25 августа, 26 августа, понедельник, день международного признания Абхазии, вторник, 27 августа и 28 августа, среда, день Успения Пресвятой Богородицы Нанха. А сейчас о погоде. «20 августа ожидается ясная жаркая погода. Температура воздуха ночью 19-24, днем 28-33 градуса тепла, морская вода 27 градусов. В это время на открытой сцене театральной площадки в Сухуми начнется совместный концерт оперной дивы Хиблы Гирзмава, саксофониста Игоря Бутмана и джаз-бенда под управлением Сергея Макеева. Поэтому мы прерываем информационный выпуск Амшившара. Мероприятие пройдет в рамках 22-го фестиваля Хибла Гирзмава приглашает. Прозвучат популярные джазовые стандарты и классические произведения в джазовой обработке. Зрители абхазского телевидения имеют возможность посмотреть концерт в прямом эфире. Никуда не переключайтесь, оставайтесь на нашем канале, а я с вами прощаюсь. Всего хорошего, до свидания.